Здравствуйте, товарищи студенты. Приветствую вас. Наш предмет называется «Морфология современного русского языка». До этого вы прошли разделы фонетика, лексика, словообразование. Следующий раздел современного русского языка – это морфология, а затем следует синтаксис. Так, план вы видите, да? Тему, то есть морфология как учение о грамматической природе и грамматических формах слова. Так, и запишите, пожалуйста, план лекции. Первый вопрос. Предмет и задачи морфологии. Второй вопрос. Грамматическое значение и средства его выражения. Третий вопрос. Грамматическая форма. Четвертый вопрос. Грамматическая категория. Так, вот 4 вопроса разберем, товарищи. Да? Ну, я вам предлагаю литературу по морфологии. Так, пожалуйста, запишите, значит, литература. Так, первое. Русская грамматика. Том 1. Раздел морфология. Москва, 82 год. Так, дальше. Виноградов. Русский язык. Москва, 86 год. Так, следующий. Щерба. Фамилия, да? Академик. Щерба. Так, Лев Владимирович. Так, о частях речи в русском языке. Так, о частях речи в русском языке. Так, Москва, 57 год. Так, следующий. Современный русский язык под редакцией Шанского. В 3 частях. Часть 2. Морфология. Ленинград, 88 год. Дальше. Буланин. Трудные вопросы морфологии. Москва, 76 год. Следующий. Милославский. Морфологическая категория современного русского языка. Москва, 81 год. Так, современный русский язык под редакцией Белошапковой. Москва, 81 год. Следующий, значит, современный русский язык под редакцией Леканта. Так, фамилия. Лекант. Современный русский язык под редакцией Леканта. Так. И последний, значит, современный русский язык под редакцией Костомарова. Москва, 2010 год. Ну, конечно, можете использовать интернет, товарищи, да? Интернет и найти данные вопросы. Так. Ну, что изучает морфология? Так. В биологии тоже морфологию изучают, правильно, да? Значит, там морфология растений, да? Морфология организмов. А вот морфология современного русского языка в грамматике, значит, называется учение о строении, раздел грамматики, да? Морфология, раздел грамматики, изучающий строение формы слов. Языкознание, морфология, раздел грамматики, изучающий строение формы слов. Там морфология от греческого. Так, морфе, что переводится форма. Так, морфе и логос. Учение, да? Логос, учение. Слове. Это грамматическое значение. Грамматическое учение о слове. Раздел грамматики, изучающий части речи, грамматический разряд слов и их формы. Так, морфология изучает правила об изменении слов. Ну, знаете, как слова изменяются, да? По падежам, да? 6 падежей и в единственном числе 6 падежей, и во множественном числе 6 падежей, и всего 12 форм, да? Существительное имеет 12 форм. И если глагол изменяется, изменение глаголов по лицам называется спряжение, да? Первое лицо я читаю, второе лицо ты читаешь, третье лицо он читает и так далее, да? То есть, значит, морфолога правила об изменении слов, изучает правила об изменении слов. Так, морфолог основным вопросом является вопрос о форме слова. В морфологии основным вопросом является правило об изменении слов. Основным вопросом является
вопрос о форме слова. Так, ну скажем слово «гора», да? Вот эта форма «а», окончание «а» указывает на форму женского рода, единственного числа, именительного падежа. Так, значит, основной вопрос является о форме слова. То есть слово «гора» имеет 6 падежей в единственном числе, 6 падежей во множественном числе, всего имеет 12 форм. Так, хорошо. У нас морфология изучается грамматические свойства слова. Пилотаж. Так, здесь, значит, это слово имеет два значения, да? Лексическое значение и грамматическое значение. Так, лексическое значение этого слова, то, что это слово французского происхождения, пилотаж, является авиационным термином и обозначает искусство управления летательным аппаратом. Так. Ну а вот для морфологии же важно, что это слово является, так, пилотаж является именем существительным, так, единственного числа мужского рода именительного падежа. Да? Вот, значит, грамматическое значение этого слова – род, число, падеж. Так, языковед реформатский писал. Реформатский, да? Так. Языковед реформатский писал. Для того, чтобы узнать язык, надо прежде всего понять его морфологию. Для того, чтобы узнать язык, надо прежде всего понять его морфологию. Так, он называет морфологию центром преподавания грамматики. Морфологию считать центром преподавания грамматики. Так, грамматика от греческого, да? Грамматика от греческого. Так, грамма. Грамма, что переводится буква. Буква. Так, и грамматика состоит из морфологии и синтаксиса. Из морфологии и синтаксиса. Там морфологическая категория делится на две группы. Первое, слово изменительные, то есть категория падежа, да? Слова изменяются по падежам. И категория числа существительных. Категория падежа и числа существительных. Стол в единственном числе, столы во множественном числе. Категория рода. Это слово изменительное, да? Значит, стол, доска, так, окно. Так, степень сравнения прилагательных. Степень сравнения прилагательных. Слово изменительное тоже, да? Так, красивый, красивее, красивейший. Так, и у глаголов. Категория лица. Первое, второе, третье лицо числа, времени. Три формы времени, да? Наклонение и рода глагола в прошедшем времени. Это словоизменительная категория. И второе, не словоизменительные. Не словоизменительные. Это категория рода. Не изменяется по роду. Ну, стол мужского рода, доска женского, окно среднего рода. Да? Угу. И категория вида глагола. Несовершенного и совершенного вида. Чертить, начертить. Итак, значит, морфология изучает форму слова, да? А также части речи в современном русском языке. Так, теперь следующий вопрос – грамматическое значение. Значит, мы сказали, что каждое слово может иметь несколько грамматических значений. Вот, например, слово «школа», да? Школа женского рода, единственного числа и именительного. Глагол «бежал» имеет время прошедшее, число единственное, прошедшее время мужского рода, несовершенного вида. Так, вот как мы узнали, что гора женского рода, да? То есть по окончанию, да? Правильно? Школа
тоже женского рода. По окончанию. Пилотаж мужского рода, потому что здесь нулевое окончание. Да? Так, поэтому в русском языке существует следующий способ выражения грамматических значений. В русском языке существует следующий способ выражения грамматических значений. Первый – синтетический. Второй – аналитический. И третий – смешанный или гибридный. Так, первое. При синтетическом от греческого переводится соединение, сочетание, составление. Так, при синтетическом способе грамматических значений выражается посредством внутренних ресурсов. При синтетическом способе грамматических значений выражается посредством внутренних ресурсов. Да. Так, к этому способу относится первое – аффиксация. Так, что такое аффикс? Знаете, аффикс. К ним относятся окончания. Так, значит, аффиксация, первое – окончание. Так выражает значение рода, числа и падежа. Наша школа, наши школы. Так, второе – суффиксальным путем образуются глаголы прошедшего времени. Читал. Суффикс «л», да? Читал. Так. Следующее, значит, сравнительный превосходный степень прилагательных. Милый, милее, милейший. Так. Третий. Префиксальным путем образуется совершенный вид глаголов. Так, чертить, начертить. Здесь префикс «на». Так, следующее. Ударение. Тоже выражает значение, да, значение? Так, например, при помощи ударения различаются формы родительного падежа. Так, именительный падеж множественного числа существительных. Дела нет, это именительный падеж множественного числа, да? При помощи ударения выражается грамматическое значение. Так, кругом это наречие, а кругом существительный, да? Кругом стояла красота, наречие. Где стояла, да, кругом. И второе, стояли тесным кругом. Кругом в творительном падеже. Кругом в творительном падеже. Дальше формы видов. При помощи ударения. Насыпать, насыпать. Насыпать. Вот, насыпать совершенного вида. Насыпать несовершенного вида. Так, ударение тоже выражает грамматическое значение. Так, суплетивизм. Суплетивизм. Так, от суплетивизм, от французского, так, переводится добавочный. Так, суплетив переводится добавочный. Используется при преобразовании множественного числа. Например, человек, множественное число будет люди. Ребенок, множественное число дети. То есть форма множественного числа образуется при помощи других слов, тоже добавочных слов. Так, сравните систему прилагательных. Хороший, лучше. Тоже суплетивный способ, да? Другое слово образует форму сравнительной степени. Плохо, хуже. Или числительный один, порядка будет первый, два, второй. Видите, это тоже суплетивным способом. Местоимение я, меня, он, его, ты, тебя. Так, здесь разные слова, да, появляются. И глаголы искать, найти, ловить, поймать, говорить, сказать. Так, это синтетический способ. То есть средство находится в самом слове, да? Простой способ. И второе, при аналитическом. При аналитическом способе грамматическое значение выражается при помощи вспомогательных слов. При аналитическом. То есть переводится от латинского сложный, да? Сложный. Выражается при помощи вспомогательных слов. Ну, скажем, буду писать. Вспомогательное слово буду, да?
буду писать. Это аналитический способ или сложный способ выражения грамматического значения. Так. Или же форма сравнительной степени прилагательных при помощи слов более-менее, более высокий, менее чуткий. Форма превосходной степени прилагательных при помощи слов самый, всех, самый передовой, умнее всех. Так, дальше форма сослагательного наклонения писал бы, да? Писал бы, точно. Значение выражается при помощи двух слов, да? Глагола и частицы «бы». Так, и порядок слов, товарищи, порядок слов. Вот, например, ответ Евдокии. Ответ Евдокии Евгении. Ответ Евдокии Евгении. То есть на первом месте какой падеж стоит? Родительный падеж, да? Родительный. А на втором месте дательный падеж. То есть порядок слов. Товарищ, да? Порядок слов. Или же ко мне зашел знакомый слепой. Так, знакомый какой? Прилагательный. А если, скажем, ко мне зашел слепой знакомый, то на первом месте стоит прилагательное, да? А на втором месте существительное. Так. Это, значит, было средство выражения грамматического значения в русском языке. То есть, значит, грамматическое значение выражается при помощи окончаний, префиксов, суффиксов и так далее, да? Так, следующее, значит, понятие грамматическая форма. Что такое форма слова? Вот, скажем, форма слова гора, да? Значит, применить падеже в единственном числе женского рода, да? Так, и изменяется по падежам, да? 6 падежей в единственном числе, 6 падежей во множественном числе. Поэтому грамматическая форма – это морфологические разновидности одного и того же слова. Грамматическая форма – это морфологические особенности, разновидности одного и того же слова. Так, например, пишу, я пишу, да? Ты пишешь, он пишет. Это форма глагола «писать». Грамматическим значением, да? Грамматическим значением. То есть слово «форма» – это конкретный представитель слова в предложении. Слово, скажем, «гора», да? Это представитель слова в предложении. Так. Вот, скажем, грамматическая форма прилагательного белый является в единственном и во множественном числе, да? В мужском роде, женском роде, среднем роде, краткой формы, степень сравнения. Видите, да, сколько форм имеет прилагательное белый. Так, и совокупность всех этих форм называется парадигма. Парадигма. Скажем, 6 падежей в единственном числе, 6 падежей во множественном числе. Это совокупность всех форм называется парадигма. 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 Так. Вот некоторые слова имеют одинаковое грамматическое значение, но они выражаются разными формами. Так, например, рекой. Чем, да? Так, творительным падеже. И рекою. Рекою, да? Значит, здесь разные формы слов имеют одинаковые грамматические, одинаковые лексические значения. Рекой, рекою, да? Но разные грамматические значения. Разные грамматические значения, да? Так, окончание ой, ою, они являются формами творительного падежа. И такие окончания называются вариантными. Значит, ой, ою, они заменяют друг друга, да? Так, ну, ою обычно употребляется в поэзии, да? Употребляется обычно в поэзии, и они называются вариантными.
Так, значит, грамматическая форма – это разновидности одного и того же слова. Да? Так, следующее, значит, понятие грамматическая категория. Так, это совокупность однородных грамматических значений. Грамматическая категория. Совокупность одинаковых грамматических значений. Да? Так, например, скажем, категория имеет 3 грамматических значения. Да? Мужского рода, женского рода, единственного числа. Вот категория – это крупная единица, которая объединяет в себя различные грамматические значения. Категория вида глаголов объединяет 2 грамматических значения, да? Несовершенного и совершенного вида. Так, ну и так далее. Так, значит, грамматическая категория – это крупная единица, которая включает в себя однородные грамматические значения. Да? Категория рода 3 грамматических значения включает. Категория числа 2 грамматических значения, да, единственного и множественного числа. Так, категория падежа, например, включает в себя 6 грамматических значений. Ну, грамматическая категория принадлежат разным частям речи. Существительное имеет категорию рода, числа, падежа. Так, глагол имеет категорию вида, времени, лица, наклонения и так далее. Да? То есть грамматическая категория принадлежат разным частям речи. Так, значит, мы первую лекцию закончили с вами. Итак, значит, мы с вами прошли тему морфологии, как учение грамматической природы и грамматических формах слова. Так мы выявили объект морфологии, да? Что является объектом, предметом изучения морфологии. Так, основным объектом изучения морфологии является слово, да? Слово. И каждое слово относится к разным частям речи, да? К разным частям речи. Так. Ну тогда пока. Спасибо за внимание, товарищи.